Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я проведу чистку на черном вулканическом песке. Чистка всего того негатива, который вы накопили за последнее время. Посмотрим на то, что происходит у вас за спиной, кто что делает, кто чем занимается и чем это все закончится, да? Мои хорошие, пожалуйста, расслабьтесь, не скрещивайте руки и ноги. И вот запрос, нужен ваш искренний запрос на то, чтобы негатив ушел. Ушел, что бы это ни было, что бы вы ни чувствовали, что бы вас не беспокоило, пусть оно все уйдет. Уйдет и никогда к вам не вернется. Сейчас у нас самое лучшее время до полнолуния. Луна у нас все убывает и убывает. И вместе с этой убывающей луной и уйдет весь ваш негатив. Ну что, мои дорогие, вы готовы? Я начинаю. Какая ворона сидит. Глаз какой большой. Видите, вот она. Вот ворона. Страшная, большая. И глаза огромные. Следят за вами, прям следят в оба. Следят, кстати, с правой стороны. А правая сторона, она ваша. Она родная. Она знакомая. Вы-то думаете, что вам какие-то чужие люди вредят? Свои стараются. Ой, свои стараются. Глаз с вас не сводят. Тут еще и с глаз может отыграться, да, что свои собственные родные люди, близкие, да, глазят вас. И такое может быть. Ну, раз вышло, значит, от вас навсегда уйдет. Ой, а тут прям, смотрите, лампа с джинном. Видите, что происходит с левой стороны? О, видите, вот она лампа, а вот он джин из нее вылазит. В турецком гадании на песке джин — это плохой герой. Это как бес, да, в славянской православной культуре. А тут прям джина показали. Это вы удачно зашли на мою отсыпочку. Все, что вышло, все, что показалось, уйдет в первую очередь. Эффект от этой чистки вы можете ощущать несколько дней. Несколько дней до новолуния. Как это может выражаться? Вы можете чувствовать перепады настроения, потому что темное, когда уходит, когда негатив уходит, он прям напоследок старается вот прям ущипнуть, откусить, прикусить, да, вот чтобы вам похуже сделать. Жажду можете очень сильно испытывать, потому что этот негатив, он печь начинает, да, когда уходит. Печет, да, вот сухость, жажда. И сонливость у кого-то может идти. Сонливость, потому что ваша собственная энергия будет бороться, помогать бороться, да, и песку, и высшим силам с тем негативом, который вы накопили. Так, ну что, давайте начнем с дерева. Вот оно, смотрите, какое дерево с такой шикарной кроной. Дерево род. Это ваш род. По материнской линии есть негативная программа, какой-то негативный родовой сценарий, который проигрывается либо в каждом поколении, либо через поколение. И также показывают прародительницу, с которой все началось. Началось все по большой любви и по жуткому обману. Она любила, а ее обманули. Она хотела жить, любить, а ее использовали и, знаете, вот как выкинули. Согрешила ваша праматерь, согрешила тем, что хотела семью сохранить, любовь детям отца. Скорее всего, какой-то был приворот, наверное. Ну, что вам, скажу как есть, да, возможно, был приворот. А ну-ка, когда любишь, когда дети малые на руках, на все пойдешь, на все. Я не одобряю, но и судить я тоже не могу. Это страшно. Это страшно, когда тебя используют, когда тебя предают, когда тебя обманывают.
Вот. И от этого родилась эта ваша негативная программа. Женщины встречаются с мужчинами, влюбляются, рожают от них детей, а мужчины потом как скот себя ведут, причем самый вот крупный и рогатый. И вот непонятно, что ему нужно. Ну что тебе нужно? Ну живи ты, воспитуй детей, жена тебе такая хорошая досталась. Ну что ж ты ведешь себя как козел какой-то? А нет же. Вот как с ума начинают сходить. Либо по бабам бегут, либо за бутылку хватаются, либо и то, и другое, да? Ой, ну как бы эта программа, она над вами висит. Над вами висит, причем висит мертвым грузом. Но есть и хорошая новость. Род отца. Видите? Не знаю, вам, наверное, не видно. Я так хочу, чтобы вы видели моими глазами. Видите, воин со стрелой, с луком, со стрелой, да, стреляет. В роду отца были воины, были охотники, сильные люди, защитники, добытчики, которые как раз-таки таких диких козлов отстреливали, да, промышляли тем, что охотились на них. Ну, не только, наверное, на козлов охотились, и на другую дичь. Либо там врага гоняли, как Сидорову козу. Род отца помогает очень сильно. Почему-то я вижу, что с родом отца у вас нет такой глубинной связи, как с родом матери. Но род отца вам очень сильно в этом помогает. В самые трудные минуты, либо минуты, когда вы проводите чистку, самочистку, медитацию, призывайте род отца помощи, особенно мужскую линию. Не женскую, а именно мужскую линию. И еще скажите, пожалуйста, насколько вы похожи на род отца? Если прям сильно похожи, то вам будет очень легко, если захотите сбросить с себя материнскую программу материнского рода. Если не очень, ну, тогда нужно будет больше немножко стараться, но это все возможно. Хотите, обратитесь к нужному человеку, ну, кто именно специализируется на таких ситуациях, либо самостоятельно. Конечно, это будет дольше, там можно и через храм, можно и самостоятельно, но вы сможете. Ну, плюс как бы эта отсыпка, это уже положено начало. Род отца, воины-защитники, добытчики, охотники, а род матери, видите, есть карма. И карма достаточно тяжелая. Вот, если вы, опять же, не осуждаю, но и не могу похвалить, да, если вы в прошлом тоже прибегали к приворотам, даже если это было сделано, когда вы были молодой девочкой, либо в шутку было сделано, просите прощения, раскаивайтесь от всего сердца. Поверьте, это тоже вам поможет. Я вижу, что вы счастливой должны стать. Но когда эта материнская программа закроется, материнского рода закроется, а она может закрыться, все предпосылки здесь показаны. И опять же, раз вышло, значит, оно готово уйти из вашей жизни. И, возможно, уже сейчас уходит. Возможно, вы уже над этим работаете, что-то предпринимаете. Рождены вы для того, чтобы вырастить свое прекрасное дерево. И на этом дереве, тут, смотрите, плоды какие шикарные, как звезды. То есть талантливые, способные дети. Вот честно, у кого-то прям вижу ребенка очень гениального, талантливого, способного. Но из-за вот этой материнской программы, которая, опять же, вашему ребенку через вас передалась, талант не раскрывается, способности не раскрываются. Наоборот, как будто бы, знаете, ступор какой-то. Либо разброс и шатание, да, ребенок то туда, то сюда, вообще как неприкаянный. Запросто может быть. Я не хочу никого напугать, я просто хочу раскрыть вам глаза. Что вам нужно делать, именно куда бить надо, да, чтобы все это ушло. Раз, еще раз говорю, показали, значит, все возможно, значит, будет, значит, все уйдет, значит, так положено. Потому что род отца уже прям, смотрите, целится, да, в этот негатив, стрелу готов пустить. И пустит, когда попросите. Когда вы будете этим заниматься, попросите мысленно, вслух, как вам будет удобно. Не надо называть имен. Просто мысленно представьте род своего отца. И попросите, чтобы помогли. И помогут, точно помогут. Рождены вы для того, чтобы быть в семье и счастливыми людьми. Видите, вот образ мужчины и женщины в короне.
они как бы ствол дерева с собой формируют. Кстати, корни очень плотные, а корни в виде этих лодочек, ну, либо подковы у кого-то, да. Лодочка — это жизнь, это полная чаша. Ну, подкова — это везение и удача. Ну и шикарная крона и звездочки на дереве, да. Дети как звезды, внуки как звезды, правнуки как звезды, да. Это очень хороший знак, очень сильный знак. Так, еще. Смотрите, какая огромная черная птица вас пытается крыльями забить. Вы здесь показаны какой-то маленькой жар-птицей, либо какой-то райской птичкой показаны. Видите, вот, опять же, буду сейчас поднимать. Я просто очень хочу, чтобы вы это тоже видели. Вот она вы, шикарная птичка с таким вот, опять же, хохолок, как корона, да. И здесь женщина в короне, и здесь вот хохолок, как тиара, либо корона. Мне почему-то корона идет. Видите, какая вы изящная, красивая птица на очень длинных ногах. Да, очень длинные тонкие ножки. И крылья хотите расправить. А вот эта огромная злая птичка, она пытается вас крыльями забить, от вас небо закрыть. Это злобная какая-то конкуренция, это ревность, это желание манипулировать, управлять, контролировать, желание сосвету свести у кого-то идет. Опять же, в зависимости, кто эта птица. Возможно, сейчас в вашей жизни есть человек, который, как эта огромная черная злобная птица, пытается для вас небо закрыть и вас крыльями забить. Но, может быть, вы лететь сейчас не можете, но на таких длинных ногах вы можете убежать. Причем убежать очень быстро, гораздо быстрее, чем эта птица сориентируется. И еще не важен размер, важно желание. Желание жить, процветать, любить, богатеть, быть счастливыми, быть самодостаточными, реализованными, свободными, активными, дерзкими, да, прекрасными. Вот это желание, вам этого желания немножко не хватает. У вас больше как апатия наблюдается. Либо покорность судьбе, либо покорность человеку, который давит на вас. Да? Вам нужно очнуться. Чем скорее, тем лучше. Поверьте, у вас есть все для того, чтобы избавиться от этого гнета. Для того, чтобы... О, слушайте, а вы же ногами можете эту птицу забить. Подпустите ближе и ногами ее забейте. Такими длинными ногами точно забьете. Хоть она и крыльями пытается вас, а ноги, смотрите, какие у вас, да, у вашей птички ноги очень длинные. Вы можете ее ногами побить, и все получится. И еще, эта птица, она ночная птица, а ваше время — это день, это рассвет, это новый день. Вот, вам нужно действовать, мои хорошие. Не ждите худшего, боритесь за себя. А что вам терять? Вот спросите себя честно, а что мне терять? Что, уже и так очень многое отдала, потеряла. Надо жить. Жить для себя в первую очередь. Счастливыми становиться. У вас есть все, только немножко веру в себя потеряли. Возможно, как раз-таки эта цыпка вам поможет ее вернуть. Либо оживит вас, да, к новой жизни, призовет. Ну, опять же, знаки, они ведь не просто знаки. Случайности не случайны. Вы уже здесь, вы уже смотрите, вы уже на себя загадали. Значит, так и должно быть. Значит, ваше время пришло. И вы можете, конечно, не согласиться, но я призываю вас проверить, как оно будет дальше. Так, еще человек с именем. Имя начинается на букву «С», либо фамилия начинается на букву «С». И еще буква «Н» показана. Вот эти люди, они как какие-то прокаженные, честно, они как проклятые какие-то, они как бесноватые какие-то, они как эти переносчики заразы мне почему-то идут. Ну, не заразы в прямом смысле слова, да, а зараза как негатив, да, переносчики негатива. С этими людьми нужно как-то вам дистанцироваться, поменьше общаться, поменьше доверительно общаться, поменьше впускать этих людей в свою жизнь. У вас на этих людей реакция имеется. То ли вам дурно становится, то ли вы какой-то запах от этих людей чувствуете, то ли вы кашлять в присутствии этих людей начинаете, то ли в животе крутить начинает, либо учащенно сердце бьет, знаете, какая-то некая аритмия, да, начинается. Крапивница еще может идти.
Но есть у вас реакция на этих людей, вы их негатив чувствуете, да, и на него очень остро реагируете. А реагируете и чувствуете, потому что вы сами необычный человек. Я понимаю, что на этой отсыпке могут быть как и мужчины, и женщины, и вы, конечно же, все разные люди, из разных стран, с разным генотипом, наследственностью. Но вас всех объединяет вот как единое зерно. А зерно это называется магия. В ком-то больше, в ком-то меньше. Но оно есть. Оно действительно есть. Поэтому вы людей чувствуете, вы их просто вот как книги читаете. Вы даже сами можете себе в этом отчет не отдавать, но у вас, ну буквально, да, на человека идет реакция. И ну вот были же, да, согласитесь, были случаи, когда вы думаете, да что такое, ничего там не делала, нигде не была, никаких лекарств не принимала, откуда аллергия пошла, откуда прыщи пошли. Да? А накануне вот с таким человеком пообщались. Тут конкретно указали буква «С» и буква «Н». «С» большая, «Н» поменьше. То есть тот, кто на букву «С», влияет сильнее, тот, кто на букву «Н», влияет меньше. Ну, может, с одним человеком вы больше общаетесь, с другим поменьше. Но лучше держаться подальше. Люди не очень хорошие. Сами по себе нехорошие, плюс еще носители, вот переносчики заразы мне идут. Так, также здесь показан некий образ башни. Башня, которая на вашем пути. И башня, которая стоит, вот не обойдешь, не объедешь, не перепрыгнешь. Башня на самом деле очень короткая, она невысокая. Но вы почему-то себя убедили, что башня гигантская. Мне кажется, что эту башню вы легко можете переступить и дальше пойти, даже не заметить. У страха глаза велики. А может быть, вас кто-то убедил, что это невозможно. На самом деле это более чем реально. Никому не разрешайте себя пугать. Не принимайте чужого мнения, пока не проверите сами. Либо берите информацию из разных источников, да? Сопоставляйте, сравнивайте. И так вы будете понимать. Какое-то, возможно, да, влияние было на вас оказано. Опять же, человек мог и не специально это сделать, человек мог и сам не знать. Да? Вот для красного словца там приукрасил. И вы вот от какого-то пути, от какой-то дороги отказались. А вам эта дорога очень даже эффективно идет, продуктивной. И даже вот какую-то награду можете обрести. И даже с какими-то нужными людьми можете сойтись. Поэтому не бойтесь башни и идите. По башне это могут быть правила, законы, какие-то организации, учреждения. Еще могут быть суды по башне. Вот не бойтесь, идите. Идите, и все будет хорошо. На работе кого-то очень сильно глазят. Глазят то, что вы работаете. Глазят то, как вы работаете, ваше мастерство, профессионализм, ваши волшебные руки, ваш ясный ум, ваше умение концентрироваться на своем деле, да, в своем деле. Также могут глазить, как к вам относятся сотрудники, начальник, коллектив, да, в целом. И также вот почему-то людям кажется, что вы ничего не делаете особо, да, просто красиво улыбаетесь и деньги лопатой гребете. Вот у людей такое мнение по поводу вас складывается. Опять же, с глаз идет с правой стороны. Это ваша сторона. Это сторона тех людей, которых вы знаете, с кем вы общаетесь. Я не удивлюсь, что вот родственники очень сильно глазят. Кто-то из родственников, а может даже и несколько человек. Вроде в глаза родственники улыбаются, обнимаются, целуются, но стоит вам отойти на пару метров, уже все, шушу-бушу, такая-сякая, везучая, счастливая, ну и понимаете, да, понеслось. Мои хорошие, булавочки, черный турмалин. Хотите, молитву напишите. Я много раз говорила, да, вот люди пишут, что за обереги, где их брать. Берете чистый лист бумаги, абсолютно чистый, не в клеточку, не в линеечку, не в кривую, не в косую, ни в какую, да, чистый, абсолютно вот как альбомные листы, да, либо вот эти листы для принта. И своей рукой просто переписываете 90-й псалом. У всех же интернет работает, да, загуглите 90-й псалом, переписали и с собой носите. Это самый лучший оберег, самый лучший оберег. Кто придерживается ислама, там тоже есть определенные суры, похожие на 90-й псалом. Ну, не такие же, да, но вот с такой же смысловой нагрузкой.
тоже все прекрасно работает. Если вы деист, либо атеист, пожалуйста, булавочки прикрепляйте. Булавочка вообще идеально. Она маленькая, ее не видно. Вот. Но очень хорошо от сглаза защищает. Вам это надо. И здесь показали, и эту ворону огромную показали. Вам очень надо что-то иметь именно от сглаза. От сглаза. В крайнем случае, даже если не верите, просто купите себе маленький камушек. Он называется турмалин. Турмалин, он черненький. Купите, носите с собой где-нибудь там в кошельке, например. И будет вам хорошо. Вы просто изумитесь, как изменится ваша жизнь. И как намного легче и проще все станет в вашей жизни. Есть 1000 способов, да? Главное, чтобы вы захотели это сделать. Понятно, что я могу вам рассказать сейчас про 1000 способов, как себя защитить, но если вы этого делать не будете, то в этом нет никакого смысла. Понимаете? Начните хоть что-то делать для себя. Не так, как вы привыкли для других, да, прям выкладываться. Для себя что-то начните делать. И Вселенная вам ответит, и высшие силы вам ответят. И, конечно же, жизнь поменяется в лучшую сторону. Так, еще. Ну вот соперничество в любви у кого-то, в отношениях. Мне вот не нравится, что у человека, у женщины, да, есть ваш образ, ваша фотография. И еще может отыграться, что есть даже какая-то ваша личная вещь. Я не хочу вас пугать. Возможно, она ее где-то украла. Либо, может, вы общались, может, вы дружны с этой женщиной, и у нее был доступ. Ну, фотографии, понятно, соцсети, либо, может, она случайно, специально, конечно, не случайно, специально где-то вас из-под тишка сфотографировала. Женщина, которая что-то делает с вашей вещью, либо с вашим образом, с вашим ликом, с вашей фотографией. И делает уже не один раз. Это что-то плохое она делает. Это, знаете, как лишить вас хотят природной красоты, силы и здоровья. То есть до сроку состарить и превратить в старушку больную, немощную. И, понимаете, да, вот именно таким образом. Здесь не просто конкуренция, здесь конкуренция с ненавистью. То есть не просто выиграю, да, но я ее уничтожу. Вот чтобы она жила, и чтобы на нее все смотрели и кривились, да, и говорили: ах, старуха, да, больная старая старуха. Вот как-то так хочется ей сделать, этой женщине. И она пробует разные методики. Здесь черный крест показали, да, черный крест — это, в принципе, может быть и церковная магия, и погостовская магия, может быть, да, вот на кладбище там что-то ходит, подкапывает, да, могилки свеженькие и не свеженькие. Чем-то занимается, плохим занимается. И не замечает эта женщина, как сама становится во служении у темных сил. Она очень много своего чего-то отдает. Может, она на кровь делает, да, либо кровь свою жертву приносит. Может, она обещает, там, не знаю, годы жизни, лишь бы вас с лица земли стереть. Может, она свою старость, там, свои болезни пытается на вас перенести. Тоже такое может быть. Есть такие практики. Но я так скажу. Я не вижу, чтобы вас это прям как-то брало по-настоящему, потому что ваш иммунитет, вот я говорила, у вас есть зерно, да, ваша собственная магия, срабатывает. Срабатывает. Но опять же, как срабатывает? Чтобы сработал до конца, вот, допустим, там, болезнь ветрянка, да, все знают ветрянку. Если ей переболел, у тебя как образуется иммунитет. И в будущем ты уже не заболеешь. Да? Антитела там вырабатываются, все дела. Вот. А тут то же самое. Вот она на вас насылает, а ваш иммунитет с ней борется. Но не природный, а именно энергетический иммунитет. И понятно, что вы болеете, да, пока у вас выработаются эти антитела. И да, возможно, вы замечали, что и волосы редеть стали, выпадают со страшной силой, и уже там и витамины, и все, что хочешь, ничего не помогает. Кто-то замечал, что лишние там морщинки пошли, там кожа стала такой бледненькой, морщинистой, да, такой неупругой.
Кто-то замечал на себе, наоборот, какие-то вот прям прыщи, да, ни с того ни с сего. Кто-то замечал скачки в весе. Но это все одно. Это все одно, пока она еще с вами борется, пока еще на ногах стоит. Но я так скажу, это, конечно, все плохо и страшно. Но какой будет итог? Итог будет таким, что она сама себя изнутри выжжет, да, вот всеми этими действиями. Там у нее внутри, как будто бы, знаете, эти, как лава, да, какая-то образуется. А вы обретете просто невероятный иммунитет, который поможет вам в будущем. И не только вам, а всей вашей родовой системе поможет. Да, что если в будущем кто-то захочет навредить вам, вашей дочери, внучке, правнучке, праправнучке, уже вообще не получится. Просто не получится. Вот эта злодейка, она в очень опасные игры стала играть. Я не хочу все подробности вам рассказывать, потому что это и не нужно, и это плохо, это страшно. Я вижу, что эта женщина, она уже сама себя уничтожает и полностью уничтожит. Вот. А вы, наоборот, обретете этот иммунитет. Да? Причем он у вас будет именно родовым иммунитетом. Ее звезда погаснет, а ваша, наоборот, сиять станет все ярче и ярче. Вы не переживайте, и волосы новые вырастут, и кожа помолодеет, посвежеет, как фарфор будет. Да? Прекрасные будете. Все еще вернется. Сейчас, да, организм борется. Вот эта отсыпочка тоже очень поможет вам, вашему иммунитету поможет. Укрепит его немножко. Так, еще показывают некого мужчину, который очень много плохих слов говорит в вашу сторону. Знаете, как плохое желает, вот как проклинает вас. Но проклинает из обиды. Да? Там обида очень серьезная. А мужчина, который, не знаю, то ли родственник, то ли бывший возлюбленный, потерял все. Здесь, знаете, как гол как сокол, лишился всего. Вы ему то ли удачу приносили, то ли вы по жизни помогали этому человеку, но в какой-то момент осознали, с кем имеете дело, и прямо его стерли из своей жизни. И после этого момента жизнь этого человека полетела в тартарары. И вот все ниже и ниже он опускается, все глубже и глубже он падает, проваливается. И на вас очень сильно злится, потому что вы слишком умная, вы его разоблачили, вы его раскусили, вы лишили его источника везения, да, подпитки лишили. И то ли он пьет, то ли он что-то другое делает, но у него часто какое-то видоизмененное сознание. И вот он очень часто очень плохие вещи говорит в вашу сторону. Вы можете эмпатически это улавливать. Это как-то влияет на ваше состояние и настроение. А еще вы из-за этого можете видеть плохие сны. У вас была связь, да? И эта связь, она хоть и очень сильно ослабла, и у кого-то прервалась, но все равно вот как бы тень этой связи, она осталась. Поэтому эмпатически вы его улавливаете. Здесь мужчине как бы не сильно долго осталось. На самом-то деле в его-то состоянии не сильно долго. Здесь либо белка придет, да, вот та самая натуральная, да, либо что-то другое случится. Какая-то трагедия мне идет с этим мужчиной. И да, тогда перестанут сниться сны, тогда и настроение не будет прыгать. Окончательно разорвется эта связь, и даже тень от нее уйдет. Это точно. Дальше переходим к этому джину. Джин — это бес, как я уже говорила. И у вас это джин с левой стороны. Опять же, не хочу никого пугать, но возможно, либо предмет какой-то негативный есть в вашем доме, либо в месте, где вы бываете, либо, может быть, этот джин был еще до вас, до того, как вы где-то поселились, либо где-то стали работать. Это как сгусток низшей темной энергии, и он к вам иногда присасывается. Потому что я говорила, у вас зерно, магическое зерно.
И ваша энергия, она очень живительная, она очень ценная, она сладкая. Она как нектар, понимаете? Божественный нектар. И вот этот джин, да, думайте, где вы чувствуете себя хорошо, где плохо. Вот у кого-то, допустим, даже это может быть и не дом, и не работа. Может, вы к кому-то приходите, у человека дома побудете, человек ничего там плохого не делает, не говорит, а вы прям чувствуете все, слабею, прям слабею и все. У кого-то еще может отыграться, что в какой-то из комнат своего дома у вас такие вот нехорошие моменты. На работе, да. Ну вот идет мне, что либо предмет какой-то, да, нехороший, либо он уже там был, этот джин, еще до вас был, просто к вам присасывается. Вот, из-за этого вам так плохо. Опять же, почему он присасывается? Потому что не носите вы никаких оберегов. Потому что крестик — это не оберег на самом деле. Да, сейчас меня все захейтят, но я скажу, как я вижу. Это не оберег. Это символ вашей веры и принадлежности. Но никак не оберег. А обереги, они немножко другие. Вот. Даже булавочка на джина сработает. Обычная металлическая булавочка. На все вещи, на свои, да, наденьте эти булавочки. И будет вам хорошо. И не будет у вас таких провалов. И оттоков не будет. И слабости не будет. И восстанавливаться вы будете гораздо быстрее. И выздоравливать. Если это какой-то негативный предмет, то животное вам может указать на этот предмет. Животные, особенно кошки, очень чувствуют. Они же стражи между мирами, они всегда чувствуют. Кошка никогда не подойдет к этому предмету, либо шипеть будет на него очень сильно, если поднести. Ну, если у вас дома есть котик, кошечка, неважно, вот прям можете как этим радаром, да, воспользоваться. Ну, понятно, не принуждайте, конечно, если кошка не хочет, то не надо ее заставлять. То вот возьмите на ручки, погладьте ее, ласково с ней поговорите, скажите, что вот есть проблема, надо решить, помоги мне, пожалуйста. И вот идите по квартире, передвигайтесь, подходите к разным предметам, вещам, особенно со странной историей, со странным происхождением, особенно то, что могло там недавно попасть в ваш дом, либо было вам подарено, либо вы где-то с рук купили. Даже, может, и не с рук купили. Ну, в общем, походите, вы точно найдете. Если у вас кошки дома нет, то вы можете у кого-то попросить кошку, если есть у ваших знакомых. Ну, шутка, конечно, да, возможно, чужая кошка. Хотя, может быть, и получится, да. Приобретите обычные рамки. Рамки, да. Они везде продаются, копейки стоят. Рамки, которые вот сходятся и расходятся, да, эзотерические рамки. И с ними походите. Если это нет, то зажгите обычную свечу, восковую, церковную желательно. И с ней очень медленно обследуйте свою квартиру. На работе, конечно, это будет сложнее сделать, но, опять же, при желании все получится. Вот этот джин, он подпитывается вами, тянет с вас энергию. В крысу работает, да, потихонечку, да. Подъел и ушел, а вы потом восстанавливаетесь и думаете, а что у меня происходит, откуда эта меланхолия, откуда эта депрессия, откуда эта слабость, да, откуда там то, все. Ну, потому что джин, от джина страдаете. Ну, либо, как я сказала, булавки. Вообще джины очень не любят металл, прям вообще терпеть его не могут. Вы же слышали, да, джин — раб лампы. Ему там очень несладко в этой лампе. Поэтому металл они не любят. Вот для женщин очень хороший совет. Бюстгальтер, нижнее белье, да, туда булавочки прикрепили маленькие, и все классно. И если кто-то даже захочет там посплетничать, язык наколет. Кто-то дурным глазом посмотрит, глаз проколет. Кто-то что-то пожелает, назад вернется. Понимаете? Очень хорошо работает. И даже джина прогонит. Дальше с правой стороны вот эта ворона большая. Ну, смотрят, глазят, разговаривают, обсуждают, хейтят. Всякое есть, всякое. И еще раз говорю, не думайте на посторонних чужих людей. У вас получается, что вы перед носом не видите негативщиков.
И мне еще идет, что вы эту ворону, знаете, как подкармливаете, согреваете, помогаете этой вороне. И жалеете, когда бумеранг прилетает, а он часто, кстати, прилетает, этот бумеранг к вороне, вы так сопереживаете, вы бежите помогать, спасать. Но это же ужас какой-то. Мне идет, что жалеете вы тех, кто вам зла желает, кто глазит, кто обсуждает, кто злословит. Понимаете? Да, на людях не написано, кто плохой, а кто хороший. Но есть какая-то змея, и, скорее всего, не одна, в вашем ближнем окружении. И я вам даже подсказку дам. Эти люди больше всего сладостью льют, что вот без тебя бы, я бы, пропал бы, пропала. Ты мой там любимый родственник, ты моя любимая подружка, ты мой любимый друг, да ты мне как брат, да ты мне как сестра. Вот они любят такое говорить. Любят. Они этим как усыпляют вашу бдительность. И также на крайний случай, если до вас дойдет какая-то информация, чтобы вы не поверили, да? Чтобы у вас вот это в голове осталось, что ты мне брат, ты мне сестра, и чтобы вы не поверили. Но надо как-то вам поосторожнее быть. Меня очень смущает то, что когда этим людям прилетает за их поведение, вы бежите им помогать, вы очень сильно их жалеете. А жалость, я вам скажу, это плохо. Помощь, да, вы когда помогаете, вы как будто бы на себя часть бумеранга оттягиваете. Да? Просто на себя. Им-то по справедливости прилетело, а вы на себя оттягиваете. А вам-то за что этот бумеранг получать? Понимаете, тут очень сложное дело. Можно помогать советом. Да? Можно не жалеть, но сочувствовать. Чувствуете разницу, да? Я сочувствую, мне очень жаль, что с тобой такое случилось. И я жалею, я бегу, я спасаю, я там к себе прижимаю, бедный, бедная, да. Надо как-то поумнее вам поступать. Но оборона есть, что поделаешь. Одна прям огромная с глазом, а другая, вот видите, поменьше сидит. Но тоже ворона, тоже. Вот, надо поаккуратнее быть. Ну что, мои хорошие, пойду я дальше поработаю с этим вулканическим черным песком. Он свою работу сделал, он вытащил негатив. Опять же, пока мы с вами общались, пока я проводила сеанс, вы смотрели именно в этот песок, и он тоже стягивал ваши негативные программы в себя. Мои дорогие, будьте счастливы, будьте здоровы, берегите себя, живите по уму, и будет вам счастье. И все у вас будет хорошо. Всем спасибо, всем пока-пока.